В одном из выступлений китайского лидера во внешней политике, есть там заведующий канцелярией внешней политики. Ван Yi. Да, Ван Yi. Он в одном из выступлений недавно, характеризуя внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Украины и ряда других вопросов, он дал характеристику одним словом: бессовестные. Вот это слово прозвучало в адрес внешней политики Соединенных Штатов. Это категория цивилизационная, вот этика правовая, этика политическая модель, которая существует в Китае, она дает сегодня результаты. Я бы вот тоже хотел бы сказать, вот обратить внимание на то, куда же мы относимся, вот, или пытаемся. Понятно, что нам российский мир, так сказать, и сопредельность во многом определяла, так сказать, внешние, так сказать, и поведенческие моменты, и видение, мировоззрение и так далее. Но я хочу сказать одно, что глобальная эпоха, эпоха глобализма, она завершается. Наступает эпоха постглобализма. Что это означает? Это означает, что существовавшие в эпоху глобализма управленческие ресурсы государства, они ослабели. И вот возникает ситуация, когда нужно будет опираться на культурный код, цивилизационный культурный код каждого народа. И управленческий потенциал, как вы вот сказали, что у нас все легально по закону, но нелегитимно, то есть не признано. То есть мы можем иметь все институты по закону, иметь конституцию и все такое, но являются ли они легитимными, признанными в структуре сознания? И вот нам придется проделать серьезную работу, найти себя вот цивилизационно. Мы можем совершенствовать и кабинет министров, и управленческие системы и так далее. Но как они будут работать? Институты могут работать, скажем так, вне цивилизационного кода. С одной стороны, цивилизационный код, он где-то существует, а с другой стороны, без него прочесть право, правовую систему, институты права или политики, или все остальное, оно будет пониматься не по-своему, не по-нашему, как будем говорить. А все, что по-нашему, это что? Это еще надо установить, что наше вообще-то. И вот я задумал, скажем, где-то лет 5, занимался таким вопросом, а нет ли у абхазов в культуре тот код социально-политической, социально-экономической, социально-духовной организации общества? Есть ли этот код? Где его можно найти? И она на поверхности. Это наш герб, абхазский герб, официальный герб. Вот там можно считать все символы современного конституционализма. И там как раз баланс публичного и частного мы найдем. Баланс традиций и инноваций мы найдем. Баланс предписанного и достижительного патриотизма мы там найдем. Мы находим там очень важные такие компоненты, как в абхазском обществе индивид свободен. Чем это можем мы установить? А вот так, что Сосрыква сбивает звезду, это то, что никогда не повторялось, никогда не было у этого народа, скажем так. Это инновационность такого рода нам говорит о том, что он свободен. Он не повторяет то, что было когда-то. Способы достижения успеха, освещая это необычный способ. Мы об этом можем прямо сказать. Значит, в нашем обществе абхаз, гражданин, кто угодно, он свободен. Это важный постулат. Это без свободы, естественно, ничего не бывает. Но абсолютизирована ли эта свобода у абхаза в этом деле? Нет. Она служит общему благу. Возникает вопрос, а есть ли баланс общего блага и индивидуального интереса? Есть, потому что, служа общему благу, вы скажете, его свобода служит только общему благу. Да, что же ему остается?
А остается то, что он совершенствуется в этот момент. Остается то, что самое главное, это тот потенциал, который он раскрывает. Самое большое богатство у него остается. Служа коллективному, его это совершенствует, мотивирует. И вот я хочу сказать, что есть такие моменты и в нардском эпосе. В нардском эпосе два вида справедливости конкурируют между собой. Предписанная и достижительная. Достижительная – это правовая справедливость. И акцент в нардском эпосе, народ это стало быть, да, творчество сложил так, что абхазцы, абхазский народ в культуре, древняя культура, можно сказать, и современная, акцент дает какому? Какой справедливости? Когда вступает конфликт нард со Срыква, с братьями, там они предписаны, они все рождены матерью. Они все знают, что мать их всегда защитит. А вот нард со Срыква на что рассчитан? На что рассчитывает? И его патриотизм, его справедливость, на чем оно будет основано? Основано только на одном, на достижениях. По деяниям она судит мать. И акцент делается всегда в пользу нарда со Срыква. То есть в абхазском обществе. Это открытие, я не знаю, или у меня что-то так, может, это вы поправите, я так понял, что я когда уже удивился настолько, что у нас правовое мышление, да, оно ярко выражено, потому что акцент из двух конфликтующих сторон, справедливость предписанная и достижительная, акцент делается на достижительную справедливость. Оно у нас есть, это не западное. Это правовая справедливость. По деяниям судить, а не по происхождению. И каждый раз вот народ почему-то дает такой акцент, что выносит решение всегда в пользу Сосрыква, нард Сосрыква. То есть эта справедливость, оно есть, да, предписано, они рождены. А вот достижитель. Я к чему это все говорю? У нас наша практика, вот поствоенная, да, во время войны как раз таки другая была модель, там достижительность в основном играла роль, и мы выиграли войну. А вот после войны почему-то скатились вот эту предписанную. Мы живем здесь, мы абхазы, и все, мы справедливы. Безусловно. А где же достижительный принцип? Нам это покажется, что это не наше. Это наше. И вот я хочу сказать о том, что наша идеология должна быть основана на вот этом достижительном принципе. У нас патриотами сегодня все стали, но преимущественно по предписанному, потому что мы абхазцы и все, а никто не говорит о том, что, а что мы сделали, какой наш продукт, национальный продукт, вот что нас сегодня, что нас расставит и политическую систему, и экономическую, и все остальное. У нас, может быть, такие хорошие расчеты, идеальные, но не сработает без вот этого цивилизационного кода. Это вот это герб наш, да, вот это код внутриполитической, внутриэкономической, внутридуховной организации социума. Мне кажется, что надо нам всем поработать на то, чтобы открыть его, и открыть его так, чтобы здесь работала вся интеллигенция, и ученые, и писатели, и художники. Кто-то один из художников, я помню, еще во время говорит, этот картон стреляет вверх, как богоборец. Ну как же так? Ты же контекст-то должен учесть. Какой контекст там? Какой богоборец? Спасибо. Вот, все, спасибо. Спасибо большое. Да.